12 июня на официальном сайте информационного агентства Bitter Winter было опубликовано заявление, в котором китайское правительство подверглось критике из-за необоснованных арестов и наказаний уйгурских женщин. Рошан Аббас из уйгурского проекта написала статью под заголовком «Уйгурские женщины подвергаются пыткам. Уделяют ли внимание этому вопросу правозащитники?». Женщины подвергаются насилию в тюрьмах и концентрационных лагерях. Тех, кто на свободе, заставляют выходить замуж за китайцев, пишет Аббас. Осудив бездействие западных защитников прав женщин, которые не замечают проблем, с которыми сталкиваются уйгурские женщины в лагерях и на фабриках, где их используют в качестве дешевой рабочей силы, Рошан Аббас призвала женщин всего мира к единству, через которое, по ее словам, возможно защитить права уйгурских женщин. В результате столкновений, произошедших между китайскими и индийскими военными в долине Галван провинции Ладакх, погибло 20 индийских солдат, сообщает информационное агентство Reuters. Индийское правительство сообщило, что в конфликте погибло 20 индийских солдат, в том числе и один офицер. Это стало самым жестким столкновением между Индией и Китаем за последние 45 лет. По некоторым данным, потери Китая составили 43 человека. Однако официального заявления от китайских властей пока не поступало. Представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Личиян заявил, что после достижения консенсуса индийские военные дважды нарушили государственную границу и предприняли провокационные действия. В свою очередь, Министерство иностранных дел Индии сообщило, что причиной инцидента, в результате которого потери понесли обе страны, виновен Китай, намеренный в одностороннем порядке изменить статус спорного региона. После выявления новых случаев коронавируса и введения карантина в 11 районах Пекина появились опасения относительно мутации вируса. После того, как новые случаи заражения, обнаруженные в одном из продуктовых рынков столицы, увеличились до 106, в городе были приняты беспрецедентные меры безопасности, установлены блокпосты и запрещен выезд за черту города граждан, контактировавших с инфицированными. В то время как власти отмечают серьезность ситуации, по всему Китаю расползлись слухи о второй волне эпидемии. Англия осудила Китай в связи с новым законом о национальной безопасности, который Пекин намерен ввести в Гонконге для борьбы с антиправительственными группами. Представители Англии заявили, что данный закон нарушает особый статус района и права его жителей. Выступая на 43-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве, постоянный представитель Англии Юлиан Брайтвейт отметил, что данный закон противоречит соглашению, подписанному Великобританией и Китаем, и призвал решить вопрос с помощью диалога. Выход книги Джона Болтона о времени работы в Белом доме грозит национальной безопасности, поскольку в издании содержится засекреченная информация, говорится в иске Министерства юстиции США. Президент США Дональд Трамп предпринял попытку помешать публикации книги, кабинет, в котором это произошло, своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Министерство юстиции страны во вторник, 16 июня, подало в Федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в явном нарушении условий его трудового договора. В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения и одобрения. При этом выход книги может поставить под угрозу национальную безопасность, поскольку в издании содержится засекреченная информация, утверждают в Минюсте США. Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по национальной безопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации. Ожидается, что книга, кабинет, в котором это произошло, появится в магазинах 23 июня. В аннотации издательства «Симон и Шустер» утверждается, что Дональд Трамп не доверял собственной администрации, а также считал, что во внешней политике, как и в сделке с недвижимостью, значение имеют личные отношения, умение произвести эффект и продвижение собственных интересов.